ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Сотрудники Следственного комитета отметили десятилетие своей структуры. В 2007-м при прокуратуре Российской Федерации предварительное следствие отделили от всего прочего. С тех пор в руках работников нового отделения были расследования самых сложных и громких дел. Не обошли такие задачи и ухтинских следователей. На сегодняшний день расследованием тяжких и особо тяжких преступлений тут занимается 9 следователей. Одного из них можно назвать самым настоящим старожилом ухтинского следствия. Евгений Шолк начал работу в Коми 15 лет назад. Несколько раз за эти годы пытался поменять сферу деятельности и даже уходил на пенсию. Но, видимо, без своей работы так и не смог. Профессиональная деятельность следователя – это прежде всего работа ума. Нужно быть хорошим аналитиком, во-первых. Надо получать какое-то удовлетворение от работы. То есть, если ты установил личность преступника, установил мотивы совершенного преступления, привлек то лицо, которое должно подлежать ответственности, предъявил ему обвинение, это все было подтверждено в суде и вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу, тогда наступает удовлетворение от своей работы. К слову, Евгений Шолк жил до 2002-го на берегу Черного моря, но все время вспоминал детство, проведенное в маленьком городке Усинске. Во время практики просто набрал номер Усинской прокуратуры и напросился стажером. Ну а после госэкзаменов переехал на север на постоянную работу. Там, в Усинске, он расследовал одно из самых запоминающихся для него дел. Вытрезвители ограбили мужчину, причем сделали это милиционеры. Пришлось молодому следователю идти по следам недобросовестных сотрудников. Опрошенные продавцы дали показания, люди в форме снимали деньги с чужой карты. И было возбуждено уголовное дело по краже денежных средств. И, в общем-то, неожиданно для этих двух сотрудников, они были на службе, находились в форме, нагрянули мы. Я сразу доложил начальнику милиции об этом, и мы пришли туда к ним, взяли их, в общем-то, с поличным, прямо в форме. Они все были помещены в изолятор временного содержания. Дело закончилось хэппи-эндом для пострадавшего. Случайно попавшему вытрезвитель мужчине вернули все до копейки, а милиционеры лишились погонов. Благодарность потерпевшего следователь помнит до сих пор. А мы, в свою очередь, желаем еще много таких успешных дел, как и юбилеев, которые Евгений Шолк отметит вместе с отделом Следственного комитета Ухты.